В Великой Отечественной войне у меня воевали двое прадедушек. Беглава Элизбар Лагустанович, 1904 года рождения, из села Беслахуба. Он воевал на Северном Кавказе, в Моздоке. И после ранения в ухо его отправили домой. Он пробыл там несколько месяцев. И дедушка рассказывал, что однажды среди ночи его забрали, и еще нескольких мужчин из этой деревни забрали снова на фронт. И он не успел попрощаться со своими детьми. У него было 2 сына и дочка. И они после этого его больше не видели. Он пропал без вести. Потом сообщили, что он умер, погиб на войне при неизвестных обстоятельствах. И после войны семья получала какую-то пенсию, но в какой-то момент перестали выплачивать. И мать моего дедушки, она пошла узнавать. И сказали, что он был взят в плен. То есть была неверная информация. И когда мой дедушка уже вырос, он поехал в Краснодар, учился там, и в архивах нашел некие сведения о своем отце. И там было сказано, что он пропал без вести. Он вернулся в Абхазию, в Очамчире, уже когда работал в прокуратуре. Его коллега показал ему архив 1945 года, датированный, где было сказано, что он все-таки погиб под Ростовом. Место захоронения неизвестно. И в итоге непонятно, почему так произошло. Говорили сначала одно, потом другое. Второй прадедушка – это отец моей бабушки, Кубахи Африкан Аксентьевич. Он тоже из села Беслахуба. Он отправился на фронт еще совсем мальчиком, можно так сказать. Ему было 18 лет. Первые годы войны он служил командиром противотанковой батареи в артиллерийских войсках в звании старшего лейтенанта. Был трижды ранен. Он прошел всю войну. Его наградили, дали ему орден славы, орден Красной Звезды. Вручили медаль за отвагу, за мужество и за взятие Кёнигсберга в Восточной Пруссии. Это ныне Калининград. Он получил личную благодарность от Сталина за отвагу и за военную службу. В 1947 году вернулся в село Беслахуба и начал там обустраивать село само. Работал бригадиром и начал работать потом в школе. В его честь назвали парк славы в Беслахубской школе, назвали целую улицу в его честь. И когда он умер в 1983 году, в честь него возвели памятник на этой улице. В деревне его очень все любили, потому что он всегда всем помогал, и дети в школе он преподавал, тоже очень его любили. Он не очень любил рассказывать про войну. У него было много фронтовых друзей, которые приезжали к нему, есть даже фотографии. И он ездил к ним, и он никогда, даже в разговоре с ними, они никогда не говорили о войне и не рассказывали. Я с самого детства с большим трепетом относилась и к рассказам о войне, особенно фильмы военные я очень любила. И сейчас люблю, и военные песни, наверное, все наизусть знаю. Как-то в моей семье это воспитывалось, и с самого рождения, наверное, такое уважение к этой истории. Такая некая причастность к этому чувствовалась всегда, и 9 мая – это особенный праздник.